Туризм – главная отрасль абхазской экономики, и налоговые поступления от этого вида деятельности приносят в бюджет немало средств. От того, насколько удачным будет курортный сезон, зависит не только поступление в госбюджет, но и благосостояние граждан республики, так как почти все население страны так или иначе задействовано в обслуживании туристов. Предстоящий туристический сезон 2022, по мнению экспертов, не должен быть хуже, чем прошлый, который был рекордным в истории современной Абхазии. Если такое же количество отдыхающих к нам приедут, то есть мы повторим рекорд. И в конце концов у нас ограниченные места для посещения. Вы понимаете, у нас неравномерное распределение мест размещения по Абхазии. К сожалению, Восточная Абхазия в этом смысле сильно уступает Западной Абхазии. Потому говорить о колоссальном перевесе 2022 года не приходится, потому что у нас просто физически нету больше койко-мест. Потому будем надеяться прежде всего на то, что сезон 2022 года будет такой же успешный, как сезон 2021 года. И второе, я бы предположил, что возможно, что сезон будет глубже. То есть он будет больше продолжаться, больше, чем 3 классических месяца. Мы надеемся на осень. Согласно статистическим данным, основная масса туристов прибывают на отдых из России. Конечно же, их привлекает влажный теплый климат, красивые тропические виды и чистое море. На сегодняшний день Абхазия входит в 4 лидеров среди самых востребованных стран для отдыха российского туриста – Турции, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов. Но уже в мае месяце ожидается, что Абхазия будет на 1-м месте. Ательеры и владельцы объектов размещения ждут и готовятся к началу курортного сезона. Всего в республике официально 683 места размещения, более 36 тысяч койко-мест, не считая частного сектора, и все они готовы принять отдыхающих уже к концу апреля. Классическая работа над предстоящим сезоном начинается сразу же после того, как заканчивается предыдущий курортный сезон. На данный момент мы готовимся к подготовительным совещаниям, в которых будут озвучены все наболевшие темы. Скорее всего, это совещание пройдет под председательством президента, потому что сложно переоценить значимость туризма для Республики Абхазия, для населения нашей республики. И после того, как мы обозначим болевые точки, апрель и май и являются теми месяцами, когда и министерство, и республика в целом готовится к предстоящему сезону. Как сообщили в одном из ведущих туристических агентств республики Абсуатур, еще в начале года бронирование туров, экскурсий и размещения шло активно. Однако в связи с происходящими геополитическими событиями брони на некоторое время были приостановлены. В последние 2 недели вновь началось активное бронирование размещений и трансферов. Могу сказать, что за эти 2 недели наблюдается рост бронирований, сравнивать если с прошлым годом, где-то 15-30%. Но на сегодняшний день надеемся, что ситуация в мире улучшится, и курортный сезон в этом году должен быть лучше, чем прошлогодние, по ряду причин. Можно сказать, что первоочередной из заведенных санкций многие страны будут закрыты для российского туриста, плюс еще то, что авиасообщения многие будут закрыты и сложности будут с этим, то могу сказать, что бронирование на сегодня, именно что касается трансфера, то оно увеличилось. То есть заявки идут. Даже отмечается то, что мы с туроператорами постоянно на связи, общаемся, что многие отказываются от отдыха в Крыму и предпочтение оставляют Абхазии. В силу ряда объективных причин, в частности из-за роста курса доллара, туроператоры вынуждены повысить цены на туры в Абхазию, но в пределах разумного. Цены на туры увеличились по сравнению с прошлым годом на где-то до 20%. Это связано, как мы знаем, с ростом цены доллара. К сожалению, у нас тоже появляется такая необходимость увеличить цены на экскурсии, на размещение, также на трансфер, так как и топливо тоже поднялось. А так как мы прямо зависим от этой цены, то и нам приходится поднимать цены на все наши предоставляемые туристические продукты. Мы в пределах разумного. На сегодняшний день пока наблюдается бронь на гостиничный вариант размещения. Как правило, после того, как заполняются гостиницы и пансионаты, начинается бронирование мест частного сектора. Самыми популярными направлениями отдыха все так же остаются Гагра, Пицунда, Новый Афон, Сухум. Но за последние годы увеличился спрос и на отдых в восточной части Абхазии. Итак, по прогнозам Министерства туризма, предстоящий туристический сезон обещает быть хорошим. А это значит, что готовиться к нему надо уже сейчас.
Альга Трапс, Тимур Гугохи, Инала Гухава, Абхазское телевидение.